Каждое лето в детстве я приезжал к своему дяде в поселок. Там был хороший двухэтажный дом, простой огород, а за огородом сразу начинался лес. Но не в этом суть. Мой дядя был очень славным радиолюбителем, и все мое детство рассказывал мне об интересных связанных вещах. Рассказывал мне про азбуку Морзе, о частотах и волнах. Одним словом, учил меня физике с детства. Однажды, сидя вечером, настраиваясь на очередную волну, мы обнаружили странный сигнал. На одной из частот речь была о том, что происходила трансляция сигнала о помощи, но кому нужна была помощь в столь мирное время? Да и самое главное, сигнал был сконцентрирован, а значит, либо была перехвачена частота одного из сильных трансляторов, либо это была самодельная вещалка. Конечно, первое отпадает, так как на этой частоте никогда ничего не транслировали. Мы ведь включали каждый вечер и просматривали те же самые частоты. Самодельную вещалку сделать настолько сильной невозможно. Следовательно, она была близко. Может быть в лесу, может быть на чердаке. Это и являлось главным вопросом в ту минуту. Дядя не придал этому значения, но я немного испугался. Пожалуй, на этом можно было и закончить. Но приемник сейчас находится справа от меня, и частота стоит так же, 205/24. Принимает идеально, ни одной помехи. Точно так же было и 15 лет назад. Помогите, нужна помощь, помогите, нужна помощь. И это все, что транслируется. И так повторялось, ни единой помехи. Трансляция не может идти из леса, так как деревья могут помешать передаче сигнала. Должны быть помехи. Трансляция также не может идти из соседних домов. Они находятся на достаточно большом расстоянии друг от друга. Я искренне надеюсь, что это мое адекватное объяснение. Но уж точно не такое, что в подвале дома уже 15 лет сидит мужик, который говорит в радиопередатчик одно и то же, без запинок. И это не запись, так как нет разделения фаз записи. Все так, как будто тебе говорят это снизу или сверху. Я не буду ничего делать, я буду слушать и надеяться, что он не остановит передачу. Ведь транслировать на приемник сигнал без помех могут только духи и призраки.